Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. В Якутске в эти дни проходит первый международный фестиваль-конкурс оперных певцов имени заслуженной артистки России, народной артистки Республики Саха-Якутия, лауреата первой премии международного конкурса имени Чайковского Италины Адамовой-Афанасьевой. В конкурсе участвуют около 20 российских и зарубежных певцов, оценивают их именитые режиссеры, оперные певцы. И в гостях у нас художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, народная артистка России, народная артистка Украины, заслуженный деятель искусств Польши, одна из вокальных концертмейстеров с мировым именем, воспитавшая целую плеяду лауреатов всероссийских и международных конкурсов, Лариса Гергиева. Лариса Бесаловна, здравствуйте. Здравствуйте. Министерство культуры России в ближайшее время готовит предложение по расширению произведений русской классики в репертуарах театров оперы и балета, а также расширению практики проведения конкурсов в области музыкального искусства. Это делается по поручению вице-премьера России Ольги Голодец, которая она дала на заседании правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики. Как вы считаете, действительно ли произведений русской классики на отечественной сцене сейчас мало? Это так, действительно, и такое решение, которое принято в государственном ракурсе, оно своевременное. Я думаю, что русский репертуар в первую очередь должен быть в программе наших театров, в их репертуаре. В последнее время такая появилась склонность ставить больше произведения западноевропейских авторов, и это тоже замечательно, и мы все знаем, что они, может быть, на первый взгляд более популярны, особенно произведения Верди. Но это не значит, что нужно отворачиваться и забывать свои отечественные прекрасные оперы, балеты. Надо ставить их, на них воспитывать молодые поколения артистов. И мне кажется, вот такой сейчас период подъема национального самосознания, патриотизма, что ли. И этот момент тоже нужно использовать для того, чтобы наши театры уделяли больше значения именно своему русскому репертуару. Что касается конкурсов, я только что сидела в жюри конкурса «Глинки», который возрождается сейчас, и очень большое внимание уделяется одному из главных и лучших конкурсов нашей страны. В последнее время как-то внимание к нему немножечко ушло, а ведь надо помнить, что именно конкурс «Глинки» являлся горнилом, воспитанием наших молодых певцов, которые потом уже делали большие успехи и не только у себя в своем родном отечестве, но и за рубежом. Так что это все очень своевременно. Вот если говорить о конкурсах, то много ли конкурсов оперных певцов проводится сейчас в стране, и насколько они помогают развитию оперного искусства в стране и, может быть, в регионах в частности? И что вы могли бы сказать о проходящем фестивале-конкурсе в эти дни в Якутске? Как человек, который очень много своего времени и сил отдает, скажем так, и возрождению забытых конкурсов, и, может быть, вот проведению новых, созданию их на российской сцене. Я хочу сказать, что они очень важны в первую очередь для молодых певцов, потому что только участвуя в конкурсе, молодой певец может сравнить себя со своими сверстниками, получить советы от именитых членов жюри, может быть, как-то получить возможность продумать свои ошибки в своем репертуаре. И, конечно же, подготовка сама к конкурсу, она вот важна, не столь победа. Я должна сказать, чтобы подготовиться к конкурсу нужно минимум где-то полгода певцу, и полгода, которые нужно провести вместе со своими наставниками или опытными концертмейстерами или педагогами. Все это очень-очень важно. В последнее время большое устремление как-то уехать сразу на Запад, попасть на самые крупные конкурсы, где часто не бывает отборов. И это ничего хорошего не дает. И надо всегда вспоминать, мне кажется, мнение Ирины Константиновны Архиповой, которая
очень мудро и долго руководила нашими отечественными конкурсами, являлась руководителем или членом жюри многих самых крупных международных конкурсов. И она всегда говорила, начинать нужно с малого, и главное – это подготовка, умная подготовка. Хочу сказать, что сейчас большое внимание вот главным конкурсам российским, конкурсу Чайковского, конкурсу Глинки, и мы уже ощущаем это. Я сама и являлась членом конкурса Чайковского, прошлое проведение его, и сейчас вот сидела в конкурсе Глинки. Хочу сказать, что, к сожалению, многие молодые певцы приезжают участвовать совершенно не подготовившись, так как надо к ним, и ошибки в репертуаре, и неправильные темпы, и даже какое-то небрежное отношение тексту исполняемых произведений. Все этого быть не должно. Но вот тот конкурс, который проводится сейчас в Якутии, кстати, его идея проведения принадлежит мне. И мне очень хотелось поддержать, во-первых, молодых певцов, которые работают в театре, которые учатся, и которые почти все имеют великолепные голоса. Но им также, как показал вот этот конкурс, не хватает тщательной, такой добротной подготовки под руководством опытных знатоков, мастеров. Может быть, имеется в виду и не только концертмейстеры, может быть, и дирижеры, и, конечно же, педагоги. А может быть, более старшие товарищи. Тем более, что в Якутии есть прекрасный пример. Это Алина Адамова-Афанасьева, которая лет так 20 назад, удивив всю страну, стала золотой победительницей конкурса Чайковского. Это главный конкурс мира. Не побоюсь сказать так. И сейчас, сидя в жюри, я вместе с ней, рядом с ней и с другими членами жюри, которые представляют разные страны. У нас и Грузия в жюри, и Швейцария, Болгария, и Россия. И я бы хотела вот пожелать этому конкурсу в первую очередь, потому что он важен для якутской классической музыки, ее культуры. Важен, потому что если сюда устремятся молодые вокалисты со всего азиатского региона, а сейчас очень интересная такая статистика: Китай, Монголия, Казахстан, Россия, и ты можешь сравнивать и понимать, начиная, что же делается здесь. И если вы мне позволите честно высказаться, откровенно скажу, что сам факт проведения конкурса, он замечателен и очень важен. Но вот теперь уже к следующему надо готовиться местным ребятам более ответственно и более серьезно, потому что кто-то даже во время исполнения забыл слова. Даже так. Но почти все продемонстрировали прекрасные природные материалы и такие бойцовские качества замечательные. Хочу сказать, что если этот конкурс будет жить, продолжаться, в нем собираются участвовать, потому что я это знаю, уже спрашивают, уже интересуются молодые певцы из Кореи, Японии. Япония тоже у нас имеет несколько представителей, Узбекистана. Да, это уже про следующий спрашивает. Неудачные сроки, потому что только что закончился конкурс Глинки, я сама еле успела перелететь сюда к вам. Поэтому надо поддерживать этот конкурс. Тем более такое движение сейчас идет по всей стране. И я очень рада, что руководство нашей страны обратило внимание на то, что конкурсы стали исчезать. Те конкурсы, на которых вот и воспитывались, так сказать, наши золотые певцы. Надеюсь, что конкурс, который будет проходить на сцене вашего оперного театра, он будет жить и будет привлекать серьезных музыкантов. Вот, например, на этом конкурсе просто огромным событием стало участие монгольского певца. Просто я не могу сейчас называть его фамилию, это держится в секрете до вечера. Но его безукоризненное исполнение, выдающийся голос, конечно же, сделали его победителем. Я думаю, что ваша якутская меццо-сопрано, которая участвовала в конкурсе, тоже не называю ее фамилии, тоже продемонстрировала просто замечательный голос, очень интересный материал, и я надеюсь, что вот ее примеру последуют уже на следующем конкурсе и другие. Надо смелее участвовать в нем, надо раньше начинать готовиться к нему, а то, что
он включен в программу фестиваля от Алины Адамовой, это тоже здорово. И если позволите, еще скажу такое, что лауреаты конкурса Чайковского, их в стране очень мало, тем более золотых. И вот надо, конечно, сделать все, чтобы эти лауреаты, вот их последующая творческая жизнь была тоже на высоте. Я думаю, что этим именем, это Алина Адамова, Якутия гордится, и она навсегда вот золотыми буквами вписала свое имя в культуру вашей маленькой республики. Вот вы возглавляете большое количество различных оперных конкурсов по всему миру, и можно ли сказать, что участники, которых вы сейчас и назвали, и не назвали одновременно, вас действительно приятно удивили? И были ли какие-то еще удивления в вашей практике? Я бы сказала так, вот группа певцов из Японии, чем они меня удивили? Очень точно подготовленные произведения, хорошее произношение, причем даже русского репертуара, музыкальность, стремление показать и понять характер. А есть, например, представители Монголии, которые берут огромные трудности произведения, но не очень понимая, о чем они поют, и, может быть, не так тщательно приготовив текст, они, конечно, на сцене уже выглядят гораздо слабее. Чего нельзя сказать о их выдающемся, так сказать, собрате, который конкурс этот выиграл. Я бы пожелала вообще не только якутским, но и российским молодым певцам, всем без исключения. Вот обратить внимание на то, что не только надо удивлять природным богатым материалом, а именно детальной подготовкой. Терпение нужно и желание сделать все на высшем уровне. И сказать об удивлении, наверное, меня никто не смог удивить на этом конкурсе, но я с нетерпением буду ждать второго конкурса. У нас не так давно в Театре оперы и балета прошла премьера «Трубадура», которую поставил режиссер драматического театра. Сам спектакль был в стиле неоготики. Как вы вообще относитесь к национальным репертуарам в опере и к различным экспериментам в этой сфере? Как я отношусь? Я являюсь художественным руководителем Театра оперы и балета в Северной Осетии, Алании, и который сейчас входит в филиал Мариинского театра вот уже 2 года. Должна сказать, что те же проблемы. Вот стремление, например, певцов петь, наверное, с большей охотой итальянский, французский репертуар, а вот к отечественному русскому как-то вот подходят с большей осторожностью. Почему? Труднее петь, труднее играть. Русский репертуар, он требует большей психологической такой работы, и, наверное, это делать труднее им, потому что, в отличие от драматических артистов, им еще и нужно это все делать голосом. Не просто голосом произносить, декламировать, а нужно петь. А это тоже имеет свои очень большие трудности. Поэтому часть русского репертуара, она практически забыта. Она нигде не идет. Я даже за то, чтобы возвращались на сцену оперы советского периода. Композиторов этого периода, они имеют очень много настоящих, замечательных произведений. Назову хотя бы оперу Кирилла Молчанова «А зори здесь тихие», или, например, «Укрощение строптивой» Шабалина и так далее. Это нужно возвращать, это нужно ставить. В советское время очень вдумчиво относились к репертуару театров, и курировали все, и обращали внимание на то, что, например, ставится мало русский репертуар или советский. Поэтому сейчас, я думаю, настало такое время, когда вот опять сакцентировано внимание и Министерства культуры российского на вот соотношение репертуара русского, западного и современного репертуара. Я отношусь с большим интересом к тому, что ставится и необычно, и оригинально, и молодыми режиссерами и дирижерами особенно. Потому что вот свежесть мысли, какой-то более оригинальный взгляд, но это очень важно и нужно, но все равно это все должно базироваться на такой классической базе.
Поэтому, когда это вместе все сочетается, получается очень интересный результат. Я слышала о том, что спектакль очень интересен, что он необычен, что есть мысли даже представить его на «Золотую маску» следующего года. И прекрасно, пусть эти старые, уже завоевавшие весь мир, не тускнеющие произведения классики предстанут перед зрителями в новом таком решении и в новом обрамлении, и с более свежим таким современным взглядом. Я за это. Хотела бы еще сказать, что и национальный репертуар очень важен. Но здесь все зависит от композиторов. Они должны писать, что-то делать, от драматургов современных. Вот, к сожалению, вот такой активности, видимо, пока не дождаться, нужны какие-то указы, какие-то сверху решения. Тогда у нас все как-то закручивается. Но, в общем, хочу сказать, что главное, что характеризует оперное искусство Якутии, это наличие великолепных голосов, материалов. Вот об этом надо думать. Надо поддерживать певцов, посылать их на стажировки в Москву, в Петербург и всячески им помогать. Ну и в завершении беседы, что вы ждете в этом году от оперного искусства, от оперного театра, тем более, что этот год в России объявлен годом театра? Я жду помощи. Как вот руководитель провинциального театра, скажем, республиканского, да, в Осетии, я жду помощи, потому что ее очень мало было в последние годы. И театрам самим барахтаться и доставать себе средства на постановку очень трудно. Тем более время меценатов ушло, практически никто не помогает. Нужна реальная помощь государства. И жду, что буквально каждому театру, особенно провинциальному, будет протянута рука помощи, чтобы в этом году успели появиться настоящие интересные произведения, постановки с хорошими режиссерами, дирижерами и балетмейстерами. Я надеюсь, что то же самое будет у вас в Якутске. Лариса Абисаловна, я благодарю вас за беседу. Огромное вам спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я желаю вам успехов в вашем интересном труде и побольше приятных удивлений. Спасибо. Спасибо, спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Мы сегодня разговаривали об оперном театре. До встречи в эфире.